В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги, я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Время добрых дел. Региональный общественный фонд продолжает осуществлять ежедневные благотворительные акции в месяц Рамадан. Укрепляя взаимоотношения. Показывает, насколько един оказался наш народ. О современном опыте воспитания подрастающего поколения говорили в Грозном. Какие тезисы звучали, поделится Наталья Депутатова. Чеченское гостеприимство. Все дома будут сданы в эксплуатацию к началу лета. Условия для палестинцев приготовят самые лучшие. Активно возводится коттеджный поселок в Грозном для компактного проживания вынужденных переселенцев из сектора Газы. На каком этапе работы? Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает проводить ежедневные благотворительные акции во время месяца Рамадан. На этот раз были розданы 7 тысяч кур, столько же бутылок лимонада и 21 тысяча буханок хлеба в 4 районах Грозного. Завтра акция пройдет в Гудеремесском и Натеричном муниципалитетах. Репортаж Мадины Нуцалчиевой. Благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, приуроченная к священному месяцу Рамадан, продолжается. Продуктовая помощь дошла уже до многих районов нашей республики. Сегодня на очереди Ахматовский. Ящики с продовольствием аккуратно загружают машины и отправляют к нуждающимся семьям. Списки с именами составляются заранее. Пакеты с продуктами передают прямо на пороге домов. В одном продуктовом наборе хлеб, курица и лимонад. Продовольственную поддержку получили все малоимущие и нуждающиеся семьи района. Жители неустанно благодарят руководителя фонда Аймани Несиевну и главу республики Рамзана Кадырова. İşte ve işte marbuti boş marbata lotun işte kest sa кажем хочет что доко махил тронсон разнес. Всего было роздано 7 тысяч кур и столько же бутылок лимонада, а также 21 тысяча буханок хлеба. Стоит напомнить, что подобные акции проводятся регулярно, ведь фонд действует по принципу «рука помощи будет протянута любому, кто в ней нуждается». Мадина Нуцалчиева, Шамсудди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести Чеченская Республика. Социальная организация «Хайра» организовала благотворительное мероприятие для особенных детей в Республиканском реабилитационном центре. Более 100 ребятишкам в честь благословенного месяца Рамадан подарили сладкие подарки и развивающие игрушки. Праздник сопровождался представлениями от аниматоров, которые принесли детям массу позитивных эмоций. Это уже ставшее традиционным событие «Дети детям» организовано совместно со школой Брайан Экс и центром Дога. Современный опыт воспитания, культуры межконфессиональных и межнациональных отношений у подрастающего поколения обсуждали сегодня в Грозном. Круглый стол собрал самых разных спикеров. Это чиновники, богословы, лидеры общественного мнения. Наша страна прекрасна разнообразием народов, каждый из которых обладает уникальной культурой, отметил в приветственном слове ректор Российского исламского университета Абдурахим Мутушев. Самое интересное законспектировала моя коллега Наталья Депутатова. Тема дискуссий, затронутая на конференции, безусловно важна. В современных реалиях события, происходящие по всему миру, обязаны консолидировать общество России и всех его народностей.
Собравшиеся не смогли обойти стороной чудовищный теракт, произошедший 22 марта в подмосковном концертном зале Крокус-Сити-Холла, потрясший своей бессмысленностью и жестокостью весь мир. Присутствующие, среди которых координатор палестинской общины в Чеченской Республике, прочитали коллективную молитву за всех безвинно погибших и пострадавших. اللهم أطل بأعمارهم وزودهم برعايتهم اللهم اجعل أرضهم طيبة مباركة. Участниками дискуссии стали представители духовенства региона, Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Министерство образования, историки, профессора, философы, члены регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России». Мы видим, какие происходят события в мире, насколько быстро меняется мир, мировоззрение молодежи. И вот мы стараемся делать большой акцент в своей работе именно на духовно-нравственное воспитание, на патриотическое воспитание, на возрождение духовных ценностей, традиционных ценностей, культурного наследия. И вот это нам немножко удается тем, что мы очень активно привлекаем в свои ряды именно молодежь. Президент России по всем каналам в своем обращении к гражданам выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, пообещав, что виновные организаторы и исполнители, все, кто стоял за спиной террористов, будут наказаны. А посеять панику среди граждан нашей страны никаким преступным сообществам не удастся. В современных условиях эта проблема межнациональных, межконфессиональных отношений, это не только актуально в Российской Федерации или в частности в Чеченской Республике. Эта тема, эта проблема весьма актуальна во всем мире. Прежде всего должна быть база социальная, экономическая, другая база воспитания. Обеспечить на деле социальное равенство, обеспечить на деле роль и значение религии в нашем обществе, не преувеличивая значение какой-то одной религии и так далее и тому подобное. В нашей республике проживают 87 национальностей. Основной религией является ислам, но наряду с этим здесь мирно проживают и представители других конфессий. И, конечно, воспитание культуры межнациональных и межконфессиональных отношений у подрастающего поколения является одной из приоритетных задач. Те, кто хотели нас разобщить, пусть смотрят, что они никогда этого не достигнут. Наоборот, на любые их выпады мы будем собираться, мы будем сближаться. Мы будем смотреть друг другу в глаза, мы будем смотреть и думать, где мы не доработали, где мы не усмотрели, где мы не увидели. Опыт общения нашего показывает, что все эти действия направлены против людей, против жителей Российской Федерации. Эти враги наши ничего не достигнут, потому что мы имеем колоссальный опыт, и мы уже давно стоим выше любого разделения по национальному и по конфессиональному признаку. На круглом столе также была озвучена необходимость с ранних лет формировать в сознании молодежи непоколебимое чувство общей гражданской идентичности наряду с воспитанием религиозности и патриотизма. Безусловно, современная молодежь отличается от предыдущих поколений. У них больше возможностей получать информацию, черпать знания из разных источников. Однако это также не всегда безопасно для неокрепших умов. Поэтому так важно проводить мероприятия по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, чтобы сформировать и укрепить ценности, несущие мир, добро и созидание. Наталья Депутатова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Бойцы из нашей республики продолжают противостоять вражеским вылазкам в Белгородской области. Враг готовился захватить несколько населенных пунктов, расположенных у границы. Однако оперативные и слаженные действия бойцов батальона «Запад» совместно с местными подразделениями позволили отбить атаку вооруженных сил Украины. ومشوا خلص بون وشاد دق انا ويجي وتوانا واسخل بون احمد وتواهرون احمد رسيه وتواهرون Granițins lărdeaștar voi dolna iść حدا dolna met siai sawalish dolna nas mert dolna ويك انت لتا تسبلا met dolna ديلخ دو باي شوش dolna ugar حلقه كانت اكاتش شوي dolna اجوخت انا شوي دو ديها اور dolna نخته كو شو dolna ما بيرشمت تيجي تانك نشتين شوارتن برش خوزي دونا انت اش ديها اور دون ويرتلي وشتين ديسانت واي واسين دونا في خود شوي ان يوقت احت برني تكنيكا شوي وشتون شابك алсам شوارتن и русский добровольческий корпус олутун хобеттиго шовартану из далмола иншалла вейк энчтона
شاك دون 9 سنتيمتر تاع دعتلوش دون حياقنا دو يختوانا يدون هاي حنا ليش دوغا استيان ليش دوغا إنا خوك أو تشك بولا دون تخت أخوشر بدون تخت خيط الله داش تخي موخلر بياش دون تخي أيلين زداج دال مولا متشادل أخوش ياش بدون. До середины мая планируется завершить строительство домов для компактного проживания беженцев из сектора Газы в Грозном. Несущие конструкции двухэтажных строений уже установлены, и в настоящее время ведется кладка стен. Средства на возведение коттеджного поселка выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробности о количестве квартир в проекте предоставит Турпал-Али Тайсумов. На стройплощадке шумно. Работа буквально кипит. 5 двухэтажных домов на 35 квартир вскоре станут доступными для такого же количества семей из числа палестинских беженцев. Возведение жилья стартовало согласно поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он лично участвовал в закладке капсулы для будущего жилого комплекса. Бригады строителей трудятся здесь круглосуточно и посменно. Все, что нужно, есть в наличии. Материал, техника, рабочие есть. Чтобы уложиться в установленные сроки, трудящиеся здесь люди выполняют свои обязанности четко на каждом участке. Пока одни заливают бетон, другие кладут кирпич. Погода может преподнести свои сюрпризы, однако, по словам строителей, они готовы ко всему, лишь бы сделать все качественно и на совесть. Их труд, к слову, оплачивается также и своевременно. Все расходы ведутся за счет регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все дома будут сданы в эксплуатацию к началу лета. Условия для палестинцев приготовят самые лучшие. Власти региона, равно как и жители, неравнодушно отнеслись к их горю, чтобы они смогли начать новую жизнь. Турпал-Али Тайсумов и Сайтымин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Федеральное агентство по делам национальности России провело обучающий семинар для государственных и муниципальных служащих. Обсудили вопросы профилактики угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В мероприятии приняли участие сотрудники и руководители региональных СМИ. Гости поделились информацией о текущей ситуации в медиасфере, отметив успешные усилия Чеченской Республики в борьбе с дезинформацией. Друзья, приветствую всех. Сергей Валерьевич, Михаил Николаевич, приветствуем вас, коллеги. Хочу поблагодарить от лица всех собравшихся вас за визит в республику, за то, что вы нашли время приехать с таким полезным, уверен, эффективным для нас форматом. Это как раз то, что отвечает нашим пожеланиям, требованиям, нашим запросам в контексте нашей работы. Мы пытаемся своими силами, возможностями проводить такой детальный, скрупулезный мониторинг всего информационного поля. Пытаемся фокусировать внимание на всех аспектах различных вбросах касательно межнациональной, межконфессиональной политики, вбросах в информационное поле. В вашем лице хочу также поблагодарить Сергея Валерьевича, руководство Федерального агентства по делам национальности в лице Игоря Вячеславовича Баринова, который нам всегда помогает. Хочу отметить, что назначение вас координатором по Северному Кавказу является, на самом деле, мы сейчас убедились, такой эффективной национальной мерой для повышения эффективности взаимодействия, координации всей нашей работы. Вы нам всегда помогаете, всегда на связи, всегда присутствуете, принимаете участие на наших мероприятиях. Сфера межнациональной политики, межконфессиональной политики, она приобретает все большую актуальность. Мы видим, какие события происходят и в масштабах нашей страны, и в мире. Мы понимаем, что отношения между национальностями, между конфессиями – это именно та карта, которую пытаются разыграть наши недруги. Пытаются повысить градус напряжения между представителями разных этносов, конфессий. Постоянно пытаются деформировать межнациональный мир, стабильность, межконфессиональный мир в стране, ну и, соответственно, в нашем регионе. Мы всегда находимся под такими прицелами информационных пушек, под информационным давлением. Это нас вынуждает мониторить все в интернет-пространство, все разные платформы, социальные сети, реагировать на эти вбросы. У нас есть опыт, практика данной работы, и тем не менее, вот сегодняшний семинар, я думаю, нам даст дополнительные какие-то навыки, повлияет на повышение квалификации наших коллег. Мы пытаемся тщательно мониторить каждое слово, что касается республики, руководства региона, межнациональной политики в регионе. Мы пытаемся мониторить механизмы приема мониторинга, которые применяются Ситуационным центром ФАДАН.
я думаю, даст нам дополнительные знания. Мы надеемся на дальнейшее конструктивное взаимодействие с ФАДом и инвестиционным центром. Надеемся, это не последний визит в республику. Уважаемые коллеги, рад всех видеть, приветствовать. Огромное спасибо, Ахмед Махмудович, за высокую оценку и за аванс доверия, который вы лично мне сейчас адресовали. По поручению президента было создано 2 тероргана. Это по СКФО Крыму и Севастополю и по ЮФО. Очень высокую оценку всегда получает Чеченская Республика. Высокую оценку как с моей стороны, как руководителя тероргана, так и высокую оценку со стороны руководства федерального. На большом мероприятии в Москве Игорь Вячеславович отмечал работу высокопрофессионального уровня именно Миннаца Чеченской Республики, ставя Чеченскую Республику в пример не только в СКФО, а вообще в России. Работа ведется, и очень хорошо, что как Министерство Чеченской Республики восприняло появление тероргана здесь не как некого еще одного начальника из Москвы, а как друга, партнера в очень большой и сложной работе с такими огромными глобальными вызовами, которые сейчас сталкивается наша страна. Поэтому еще раз приятно было познакомиться. Большое спасибо за гостеприимство, за данный зал. Чеченская Республика удивляет всегда качеством проведенных мероприятий. Несмотря на то, что несколько раз я был на мероприятиях, но все мероприятия очень высокого уровня. В 18-й Грозненской школе состоялся открытый урок на тему технологии тестирования в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Проект предоставляет возможность учащимся с 8 по 11 классы получить знания от ведущих технологических компаний страны в области IT и искусственного интеллекта. Программа успешно функционирует уже 5 лет, и учебные заведения нашей республики активно участвуют в ней. В рамках данного проекта у нас ежегодно по 1, а если есть требования, по 2 урока. Каждый родитель, ученик имеет возможность зайти на сайт и посмотреть, какие мероприятия, какие технологии, IT-технологии имеют место быть для того, чтобы была ранняя профориентация. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрит». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.